третий раз Сибайский музей присоединяется к культурной акции «Ночь искусств». Подготовка к мероприятию шла уже с начала года. Сотрудники музея объявляли несколько конкурсов, в числе которых интернет-викторина, фотоконкурс и культурная акция «Кто куда, а мы в музей». Горожане такое начинание поддержали и принимали активное участие в творческих состязаниях. По итогам фотоконкурса была открыта выставка работ участников «Мне охота» на фотоохоту. Победители получили грамоты в своих номинациях и памятные подарки. Сибай – это небольшой город. Здесь, хотя и жизнь кипит, бьет своим ключом, но вот таких вот познавательных вечеров, как «Ночь искусства», это же «Ночь искусства» у нас, здесь входит несколько тем познавательных. Октябрьская революция, праздник, День народного единства и год экологии, как я помню. Вот. А почему? Если только брать основную, как год революции, столетие революции нашей, это естественно для такого небольшого городка, чтобы собрались здесь люди, друг друга увидели, узнали, привели детей своих, молодежь, особенно дети. Вечерняя программа в рамках «Ночи искусств» была достаточно насыщенной. Это выставка плакатов советского периода «Все на выборы» из личной коллекции председателя территориальной избирательной комиссии Сафы Ишмухаметова, кинопоказ советских фильмов, а также викторина, посвященная столетию со дня Октябрьской революции. Мне очень эта викторина понравилась. Были очень интересные вопросы. Конечно, я не знала на многие ответы, но все равно я знала, у меня было 3 ответа правильных, и за это мне дали 3 звездочки. Я хотела бы, чтобы еще так много раз проводили побольше такие ночные вечера, побольше было бы таких мероприятий. Сейчас молодежь и дети тоже меняются. Они стремятся развиваться, стремятся познавать мир и реализуют себя во всех, так скажем, конкурсах, акциях, следят за новинками. И у нас есть в социальных сетях группа «Музей горняков». Также есть сайт, который также посещают, я думаю, те, кому интересна информация о новостях нашего музея, и оттуда узнают все новости, которые происходят у нас, что касается музейных выставок, мероприятий. И, конечно же, это и прежде всего стремление детей, молодого поколения, лучше знать свои корни, знать историю, что нам приятно, прежде всего, сотрудникам музея. Руководство музея позаботилось и о практической стороне акции. Посетители смогли принять участие в различных мастер-классах, организованных Центром народной культуры и досуга, совместно с централизованной библиотечной системой. Екатерина Марочкина, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.